Утилизация бытовых отходов по-прежнему является одной из существенных проблем в республике. На Сухумский мусорный полигон в районе Маяка ежедневно привозят большое количество бытовых отходов уже на протяжении 50 лет. Местные жители называют ситуацию критической и требуют кардинального решения. Это еще при коммунистах свалка была создана, но она сейчас до такой степени переполнена, что подошла вплотную к нашим домам. Жить в таких нечеловеческих условиях невозможно. Мы соседствуем со свалкой в 300 метрах. С каждым разом территория мусоросвалки расширяется. На сегодняшний день она достигает более 60 гектаров. Большую проблему полигон создает для тех, кто проживает поблизости, особенно в летний период. Со слов местных жителей, с недавних пор они даже опасаются пить воду из-под крана, так как свалка подползла к водозаборным скважинам на берегу реки Гумиста. Вот эти все грунтовые воды, они уже просачиваются вот этой грязью. И надо предвидеть, что если в случае не будет хлорирования, да мало ли что случится, то это уже получается инфекция, сплошная инфекция. Люди боятся пить сырую эту воду. Я прошу обратить на это внимание высшую власть, наши органы, санэпидстанцию, все, чтобы подключились и помогли принять какие-то меры. Это одна часть вот этой беды. А вторая часть, что вот эти животные все, которые обитают на свалке, они уже практически живут в наших домах. Существующая много лет проблема и по сей день не нашла своего решения. Говорить о строительстве мусороперерабатывающего завода на месте свалки пока не приходится, так как проект дорогостоящий, а спонсоров, желающих потратить на это собственные средства, еще не нашлось. Конечно, кому нравится, чтобы возле его дома была мусорная свалка. Никому это не нравится. Но куда? Мы все районы хотим, чтобы в наших районах не было мусора. А куда его деть? Продавать в другую страну? В городе нет другого места, куда можно перенести свалку. Это единственное место, которое было определено еще при наших дедах, еще нас не было на свете. Это 100 лет здесь находится свалка. И в одночасье решить этот вопрос – это архисложно. Ранее жители района собрали подписи с требованием о закрытии свалки. С этим письмом они обратились в правительство. С целью решения проблемы Кабинет министров создал комиссию из числа экологов и местных жителей. Рабочей группе было поручено подобрать территорию для новой мусорной свалки. Мне было поручено провести поиск или подыскать какие-нибудь территории, подходящие для организации мусорного полигона. И мы свое предложение сделали правительству. Правительство теперь дало указание, распоряжение произвести геологические изыскания, экологические изыскания. Этот процесс не стоит, оно идет. Но сиюминутно решить эти вопросы, конечно, не будет очень сложно. Экологами было предложено место для новой мусоросвалки в Гулрыбшском районе. Однако, по словам главы правительства Валерия Абганба, приехавшего на встречу с жителями, это предложение должно быть поддержано депутатами районного собрания. Более того, с решением вопроса возникает еще несколько проблем, связанных с приобретением машин для перевозки мусора, топливом, и все это требует времени, отметил премьер-министр. К вопросу о решении проблемы мусоросвалки подключились и депутаты Народного собрания парламента республики, избранные от этого округа. Мы так понимаем, что совместная комиссия, которая работала, определилась территорией, территория подобрана, и сейчас нужно решить технические вопросы с тем, чтобы данную мусоросвалку закрыть, и все бытовые отходы, которые собираются на территории города Сухума и окрестности, вывозились на новое место. Проблема должна быть решена, потому что требования совершенно справедливые, люди уже устали, что называется, ставить этот вопрос, потому что это связано со здоровьем, это связано с неблагоприятной экологической ситуацией в этом микрорайоне. Как говорят жители района, в случае нерешения этой проблемы они будут вынуждены прибегнуть к крайним мерам – заблокировать въезд на свалку для мусоровозочных машин. Но поможет ли это решению проблемы? Вопрос пока остается открытым. Саид Джарсали, Алексей Гухава, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.